Сәлам, дуфтар! Добрый день, друзья! Біз сіздің менен красивый башкирский, ягный матур башкирт тілі проектын давам етәбіз. Продолжаем уроки разговорного башкирского. Тема сегодняшнего урока – тән ағзалары, части тела. Думаю, что знать лексику по этой теме очень важно, ведь, не зная ее, мы не сможем понять собеседника и сказать, что и где у нас болит. К тому же, сегодня мы узнаем о способах образования множественного числа в башкирском языке. Напоминаю, что самый активный телезритель и прилежный ученик получит приз – телевизор. Что для этого нужно? Быть подписанными на нас в социальных сетях, смотреть нашу передачу на канале Башкортостан-24 и выполнять все домашние задания. А записи видео с домашними заданиями отправляйте на номер WhatsApp 8 927 304 50 05. Прежде чем перейти к новой теме, посмотрим видео, которое вы записали, выполняя домашнюю работу. Хамагыз, мен дә башкорт теленең белемемне тикшереп карайм. Ниндәй һөнәрләр беләм? Һөнәрләр эшкуар бизнесмен, табиб, врач, укытучы, минем әсәем, учитель, эшче, рабочий, тедәүче, строитель, ядучы, мин кебек, писатель, тәрҗемәче, переводчик, белгәч специалист. Үзем турында хайлап китәм. Минем исемем Ростислав, миңа 41, кажется, яшь. Өфөдә яшәйм. Ике улыбыз, бер кызыбыз. Башинформ акционер җәмгыятьтән директорлар советы рәисе. Китаплар язам. Моны шулай. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хаумагыз, Гульнас. Следующее домашнее задание у нас посвящено профессиям. Итак, какие слова я выучила? Эшмакер – это бизнесмен, табиб – это врач, медир – это директор, укытылсы – это учитель, башлык – это глава, уранбасар – это заместитель, бельгес – это специалист, хатаусы – это продавец, эшсе – это рабочий, алабараусы – это ведущий. И немножко рассказать про себя. Минем исемем Эльвира, меня 45 яшь, мин эшләем эшсе, пусть будет эшсе. Эште. Хау булыгыз. Хау Гульнас. Следующее домашнее задание – профессии. Эшмекер – бизнесмен, табиб, врач, мюдир, директор, укытыусы – учитель, башлык – глава, урынбасар – заместитель, гетексе – начальник, белгес – специалист, тубелгес – главный специалист, хатыусы – продавец, эшсе – рабочий, алыбараусы – ведущий. Теперь расскажу о себе. Мин Виктория, мин ФНН, мине утезбиш еш, мин проектор-менеджеры булып ешлеем. Большое вам спасибо, что учите с нами башкирский. Ну что ж, поехали. Для начала, как обычно, нам предстоит познакомиться с новыми словами. Итак, тән – это тело, а части – ағзалар. Следуя этому, части тела. По-башкирски будет тән ағзалары. Все мы знаем, что входят в части тела, поэтому давайте пройдемся по этим словам. Тән – тело, баш – голова, сясь – волосы, йөз – лицо, маңлай – лоб, қаш – бровь, кірпек – ресницы, күз – глаз, танау – нос, ирен – губы, ауыз – рот, теш – зуб, қул – рука, терхәк – локоть, аяк – нога, бармак – палец, буй – рост. Некоторые части нашего тела парные, но как же сказать не рука, а руки? Для этого нужно знать правила образования множественного числа в башкирском языке. Не бойтесь, это легко. Для этого нужно просто запомнить аффиксы множественного числа. Лар – ляр, тар – тер, дар – вер, дар – дер. Попробуем вспомнить лексику предыдущего урока и сказать некоторые слова во множественном числе. Поехали. Әсей – әсейвер, атай – атайвер, бабай – бабайвер, әби – әбейвер.
По какому же принципу выбрать тот или иной аффикс? Правильный вопрос. Для правильного выбора нужного аффикса необходимо обратить внимание на последнюю букву основы слова. Таблицу вы видите на экране. А сейчас с Юлией научимся говорить по-башкирски, что у нас болит или же наоборот не болит. Хайырлы күн, Юлия. Хайырлы күн, Гүлназ. Хәлдәрегез нисек? Айбаткина. Афарин. Юлия, на башкирском языке у меня болит будет минең ауырта. Минен аурта. Ага. Но в башкирском языке мы помним, да, сказуемое всегда в конце предложения. Поэтому части тела мы ставим между словом минең аурта. То есть минең голова, аурта, например. Давай мы с тобой сейчас повторим части тела. Голова будет на башкирском языке баш. Голова баш. Танау нос. Танау нос. Ага. Ауыз рот. Ауз рот. Ага. Зубы тыш. 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 Глаза күз. Еще раз. Күз. Куз. Это глаза. Брови каш. Брови кош. Каш. Каш. Да, каш это брови. Кул это рука. Кул. Это рука. Это кисть или Нет, просто кул вся рука? Вся рука. Кул это рука. Во множественном числе будет кулдар. Кулдар. Руки. Тен это тело. Тан. Это Тен. тан. Тен. Тан. Русское н в конце. Тан. Тен. Тен. Тан. Тен. Тело. Все. Ноги. Аяк. Аяк. Аяктар. Аяктар. Да, во множественном числе. А шея? Шея муен. Моем. Ага. А живот? Живот. Эс. 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 Ага. Эс. Давай, да, как будто бы у тебя болит голова. Да? Минең ауырта. Помнишь, да? Минен баш аурта, Гүлназ. Минең баш ауырта, да. Когда Минең жалуемся, баш вот точно ауырта. так же надо говорить, да. Минен баш аурта, Гүлназ. А, например, если руки болят. Кул. Минен кул аурта. Молодец. Ну ладно, давай. И давай также научимся говорить, что не болит. Не Лучше- болит. Да. Лучше же, когда не болит, правильно? Это самое идеальное, по-моему. Да, добавляются аффиксы ма и не. А когда ма? Например, аорта, вот слово аорт, май говорим. Аурт май. Ага. Это не болит. Да. Аорта болит, аорт май не болит. Аурт май. Например, давай также скажем, что у тебя голова не болит. Гульназ. Минен баш аурт май. Афарин, да, вот все запомнила. Рахмат. Ну, давай еще тогда потренируемся, наверное. Помните, я тебе говорила, нет слов еще на башкирском языке. Слово «ноет» переводится «хазлай». Злая. Ага. Это когда прямо сильно-сильно-сильно что-то Да, болит. ноющая такая Ну, боль. это, наверное, зубы Да, обычно. давай попробуем сказать, что у тебя зуб болит. Зуб на башкирском языке «теш». Тыш. Минең Минен тыш хазлай. хезлай. Ае. Минен тыш хезлай. Молодец. А как Афарин. будет вызвать доктора тогда? Вот на том уроке мы проходили, врач, это у нас табиб. Табиб. Например, вызвать врача, табибты сақырырға. Табибте сакурага. Табибты сақырырға. Табибты сақырам. Это еще... Надеюсь, мне это не скоро пригодится, поэтому я еще научусь выговаривать этот звук чисто. Да. И давай еще, хазлай. Это Хезлай. ноет же. Ноет. Не ноет, будет хазла май. Хезламай. Минең тешем хазламай. Минен тышем хезламай. Да, то есть у тебя зуб не Зубы ноет. уже не болят. Да, они Рахмат, здоровые. минен тышем хезламай. И рахмат, Юлия, Рахмат, аңлашылдым дәріс. Понятно все? Да, ну более-менее. Ну, просто останется выучить эти слова. Да, надо будет эти слова зубрить, выучить, запомнить вот эти вот окончания ма, мя, это значит не болит, да, там к слову, к сказуемому добавляются аффиксы ма, мя, Окончание. да, окончание. Юля, спасибо, что пришла на урок. Надеюсь, сегодняшний урок тебе понятен. Да, урок понятен, просто останется выучить эти слова, что касается частей тела. И я думаю, что там наверняка есть еще какие-то дополнительные. Это ногти, это... Да. То есть дополнительные слова, естественно, есть, но вот эти слова хотя бы... Это основные. Да, основные надо будет зазубрить. И еще такой вопрос, Гульназ. Как можно сказать на башкирском языке, я надеюсь, что у меня никогда ничего не будет болеть? Минең бер вакытта ла бер нимәм дә авыртмас дип уйлайм, теләйм.
И я надеюсь, что так оно и будет у всех. Рахмет Гульнас. Юлия, давай, самое главное, не болей, чтобы слово аурта тебе вообще не пригодилось. Ты только ауртмай, хавламай. Рахмет. Рахмет Юлия. Гульнас. Хаблагет. Настало время домашнего задания. Предлагаем вам пройти небольшой тест по этим фразам. Вы видите на экране вопросы и ответы. Вам нужно снять видео с правильными ответами, зачитывая вопрос. Вопрос, ответ. Ну и выучить новые слова. Отправляем видео по WhatsApp на номер 8 927 304 50 05. До следующих встреч. Хау булават.